школу может любой прийти? А как? Вот объясните мне. Как в школу приходит? Вот вас нету. Мы зашли, никого нет. Вопрос инспекторов по делам несовершеннолетних вогнал вахтера сельской школы в полнейший ступор. Не ожидала увидеть полицейских ревизоров на своей территории и директор. Впрочем, руководитель учебного заведения сразу настроилась на диалог. Безопасность детей и их правовое поведение – ее ежедневная забота. До деревенской глубинки, отсюда до Сыктывкара аж 300 километров, наркотики пока не добрались. Зато школьники райцентра, села Обьячево, уже пробовали табак, алкоголь, а в последнее время еще и насвай. Для родителей это тревожный сигнал. Насвай – это, на самом деле, оно не является наркотическим веществом, но это вот шаг к употреблению наркотических веществ. Это такие мелкие гранулы темно-бурого цвета. Здесь в составе имеются остатки табачной смеси, имеется известь, экскременты животных. Это новое направление. Птичий помет, и какие-то растительные компоненты, растительные масла. После профилактических бесед со взрослыми и детьми в школе полицейские посетили детский сад и местный ФАП. И там попросили внимательно осматривать поступающих малышей. Во время бесед, если можно как-то у ребенка с ним понаткровенничать, какую-то информацию выявить, выслушать, послушать у ребеночка, задать какие-то вопросы, если проблемы в семье. Очень часто дети на медосмотрах рассказывают об этом. Именно по телесным повреждениям силовики узнали о суровых методах мужского воспитания в одной из семей. Отец не сдержался и ударил 10-летнего сына за обман с домашним заданием. Сельчанин, сам испытавший в детстве рукоприкладство, считает такое воспитание нормой. Домашнее задание сделал. Все. На следующий день я заглядываю в дневник, а в дневнике красным написано: нет домашнего задания. Я не за то, что 2 недели красным двойка на двойке там, как себя плохо ведет. Меня это ладно, я сам такой. Но то, что меня обмануло, немножко немножко, чтобы не лгал. На первый раз суд наказал мужчину не строго. Если физические методы воспитания ребенка войдут в систему, против родителя возбудят уже уголовное дело за истязание. Та же перспектива грозит и его односельчанину, который под шофе в присутствии детей решил повоспитывать жену. Жену пару раз толкнул, так за ушко взял, покрутил и все. Почему так получилось, что скандалы происходят в присутствии детей? Довела. Межличностные какие-то конфликты, которые... Да так просто, что. Пару стопочек выпил, да, что-то так, старые эти разборочки решили вспомнить. Если дети видят противоправные действия в отношении супруги и их матери, они это впитывают как губки. Семейные ссоры, домашнее насилие, конфликты соседей и бродячие собаки. В основном такие происшествия фиксируют полицейские в сельском поселении Гурьевка. И то нечасто. В 2018 году была только одна кража. А еще беспокоит местную общественность нелегальная продажа сомнительного алкоголя, который один бессовестный коммерсант возит из Кировской области и продает втридорога из-под полы у себя на дому. Есть факты, продают, по ним проводятся мероприятия. В этом году уже именно по Лецкому кусту у нас зарегистрировано 2 факта, по которым изъятый алкоголь в ходе проверок сейчас находится на исследовании в нашем коммерческом центре на наличие в нем вредно содержащих спиртных напитков. После исследования будет принята процессуальная проверка, и данные лица будут привлечены либо к уголовной, либо к административной ответственности. Улучшить оперативную обстановку на самом юге Коми должен новый участковый уполномоченный полиции. На должность сельского Анискина, вакантную уже 2 года, назначит выпускника вуза. В июне он закончит учебный центр МВД Коми, приедет в Гурьевку и начнет работу с населением. А до этого его территорию опекают коллеги. Полицейский десант попутно проверил местные торговые точки, представитель Росгвардии, владельцев оружия, а экипажи ДПС отправились на федеральную трассу искать нарушителей.